Ну а сейчас на нашей музыкальной карте Удмуртия, друзья, наша гостья Альбина Беспалова выходит на сцену со своей авторской песней «Калины ягоды». Созрели ягоды калины у реки, не распевают больше трели соловьи. Ну почему опять пришла весна? Мы не успели посмотреть в глаза. Ну почему опять пришла весна? Мы не успели посмотреть в глаза. А калины ягоды, все слова не сказаны, словно листья осени брошены. Рано мы прощаемся, больше не встречаемся, и не ждать рассвета утренней весны. Большая улица для нас, она тесна, а сердце щемит, на душе моей тоска. На мне вернуть уже ушедших дней и не растить с тобою сыновей. На мне вернуть уже ушедших дней и не растить с тобою сыновей. А калины ягоды, все слова не сказаны, словно листья осени брошены. Рано мы прощаемся, больше не встречаемся, и не ждать рассвета утренней весны. Кто оболгал, поверила кому, сказала, что забыть я не смогу. Не та девчонка я уже в кассе, зимой калине не бывать в росе. Не та девчонка я уже в кассе, зимой калине не бывать в росе. А калины ягоды, все слова не сказаны, словно листья осени брошены. Рано мы прощаемся, больше не встречаемся, и не ждать рассвета утренней весны. А калины ягоды, все слова не сказаны, словно листья осени брошены. Рано мы прощаемся, больше не встречаемся, и не ждать рассвета утренней весны. Ну рассказывайте, откуда вы к нам приехали? Я приехала с Удмуртии, с очень маленькой деревни, называется Дубровский. У нас тоже там жителей, наверное, меньше 100 человек, но они очень дружные, двери всем всегда открыты. Всем Все друг привет, другу- да? Да, всем привет. Честь, буречка, со мной съёст. Привет, Буречка. Москва, ты тоже один. Вы знаете, удмуртский. Я очень люблю просто Да. Удмуртию. Я знаю, что в Удмуртии очень, вот там много очень поющей молодежи, потому что там много различных молодежных движений, и там культура на самом деле очень крепкая, и там люди очень душевные, очень добрые. Сейчас ты познакомишься с семьей Альбины и увидишь, на чем она передвигается вообще по улицам родной деревни. Внимание. Все, приехали. И Жак. Это Иж Планета 5. Производили эти мотоциклы у нас в Удмуртии, в Ижевске. Это дом моей бабушки, в котором я провела свое счастливое детство. Неней, привет! Опять ты на своей мотоцикле ездишь? Я переживаю ведь. Ничего, Неней, все будет хорошо. Это моя Неней, с удмуртского языка переводится как бабушка.
Ей 82 года. Если вспомнить свое детство, Нене очень любила всегда стряпать. Мы просыпались со своими братьями, сестрами именно вот от запаха еды, которая в печке приготовлена. Реально вкусно. Альбин, овечек надо постричь ведь. Пострижем. Здравствуйте, наши овечки. Ну что, кого сегодня будем стричь? Эту вот светленькую овечку подарил мне мой крестный. У удмуртов есть такая традиция дарить своим крестникам овечку. Сейчас будем вылавливать вот этого красавчика непостриженного. Чали, 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 чали. Хоп. Попался? Ну все, пошли. Ой. Очень, на самом деле, тяжело их таскать. Вес барана 40-50 килограммов. Не дергайся, не дергайся. Овец нежелательно кормить и поить до стрижки за 8-10 часов, чтобы овечке было комфортно лежать. Начинаем стричь с задней части и передвигаемся к шее. Весенняя шерсть очень хорошо подходит для носков, для варежек. Осенняя шерсть очень хорошо для валенок. Понесем к бабушке. О, сколько много. Молодец. На носочки. Вот это у меня прялка. Она мне досталась от свекрови. Ей уже больше 100 лет. Еле дышит. Шерсть сначала надо почистить. От всей грязи очищенную шерсть на прялку заматываем. Она тонен турна. Раньше я набожник вышивала, занавески для икон. А сейчас уже не могу. Руки плохо работают обе. А вот этот набожник я хочу подарить Андрею Малахову. Нене для меня это моя вторая мама. Очень замечаю, как бабушка с временем постарела. Я стараюсь больше проводить с ней времени, приезжать почаще, помогать ей. Олоса шумпотон, олоса шумпотон, олоса куректон. Конечно же, Андрей Николаевич, я все довезла. Послушайте, прямо до слез, вот не поверите, мы там у себя в Апатитах сделали домик и сделали место для иконы. И как раз поставили икону, я думаю, хорошо бы, конечно, вот для иконы, как в русских домах, делали То вот... есть мы так угадали. И вы тут представляете с этим подарком. Прямо. Обалдеть. Смотрите, я еще привезла вам веретено и вот такой клубок шерстяных ниток. Чтобы ваша жена Наталья вам связала теплые носочки. Главное, чтобы она не уколола палец об это веретено. А набожник, конечно же, охранял базар. Знаем мы эту сказку. Наташ, ну 45 уже есть, поэтому время начать вязать, понимаешь? Слушайте, ну это очень красиво. Спасибо большое. Да. Прямо в тему. Интересный народ, они очень сами гостеприимные, любят ходить в гости. Они славятся тем, что англичане, они уходят не попрощавшись, а удмурты, они прощаются и не уходят. Это как армяне и англичане. Да. А бабушку-то катаете на планете? К сожалению, я переживаю. Баранов? Баранов, вот, кстати, можно еще, да? Я переживаю за ее здоровье, поэтому пересела уже на машину и катаю бабушку на машине. Хочу спеть удмуртскую песню, которую любит моя бабушка. Песня будет называться «Ой, Шулемы», переводится как «Ой, мое сердце». Про сердце, которое все всегда выдерживает, все всегда стерпит. Ой, Шулемы, тон Шулемы, марлеш медалеш темын, пулеш меда, излеш меда, зарния звешлеш меда, пулеш меда, излеш меда, зарния звешлеш меда, зарни ушун ты чилялосо, а звещедно щеде ктос, пущиш мозно испилишкос, щулмы гине чидалос, пущиш мозно испилишкос, щулмы гине чидалос. Как красиво. Несколько минут рекламы, мы вернемся, друзья. Не переключайтесь.